Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем наш вебинар, посвященный участию, вашему возможному и очень желательному участию в республиканском этапе всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии за нравственный подвиг учителя в 2019 году. Позвольте представиться. Кальницкая Татьяна Сергеевна, старший методист Центра развития общего образования и воспитания нашего Института развития образования. Надо сказать, в первую очередь, конечно же, об этом конкурсе, что проводим мы его традиционно уже много лет подряд. В этом году республиканский этап пройдет в республике 12-й раз. И поэтому накоплен большой опыт проведения этого конкурса, с которым мы, конечно, хотели бы с вами поделиться. Кроме того, ежегодно, как и все, условия обновляются, поэтому даже те, кто в прошлом, позапрошлом году, может быть, чуть ранее принимали участие в этом конкурсе, найдут для себя некоторые новые условия, с которыми мы хотели бы вас познакомить. В первую очередь, конечно, нужно сказать о том, чем он особен, этот конкурс. Он совершенно особенный. Дело в том, что организаторами конкурса являются Сыктывкарская и Воркутинская епархия и Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Таким образом, это один из немногих конкурсов, организованных совместно с Русской Православной Церковью, и, соответственно, задачи у него совершенно уникальные, если можно так выразиться. В положении, которое, я думаю, что вы получили, а если не получили, то мы скажем, где его найти, чтобы познакомиться со всеми условиями. Указано цели конкурса. Я на них остановлюсь немножко подробнее. Почему? Потому что это одно из условий, которые необходимо соблюсти. Цель конкурса — укрепление взаимодействия светской и церковной системы образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Российской Федерации. Это первая из 3 заявленных целей, и я прошу на нее обратить внимание. Почему? Потому что в ваших конкурсных работах данная цель должна прослеживаться. Очень много работ, я об этом, конечно, скажу, принимаем мы. И мы их, конечно, не отвергаем, они принимают участие в нашем конкурсе обязательно, но чем менее представлена эта цель, тем менее вероятно победа, какое-то выделение из всех конкурсных работ, именно вашей работы. Поэтому все-таки взаимодействие светской и церковной сфер жизни и образования, они должны в конкурсной работе прослеживаться и быть представлены. Вот этим конкурс особенный, и ежегодно мы принимаем большое количество работ по заявленным номинациям. И приглашаем, конечно, вас к участию в этом конкурсе. Ежегодно и традиционно оператором конкурса является Коми Республиканский институт развития образования, и поэтому мы хотим познакомить вас с условиями и показать, где с ними можно поподробнее ознакомиться. Итак, на сайте Коми Республиканского Института развития образования размещены все основные нормативные документы, связанные с организацией конкурса. И я покажу, где их найти. Значит, их можно найти в нескольких разделах. Во-первых, это традиционный раздел «Деятельность», конкурсы для педагогических работников. Первый конкурс, который вас встречает, это наш. Организационный приказ со всем, с положением, с критериями и прочими условиями здесь представлен. Кроме того, что очень важно, необходимо и заявку вы будете присылать в соответствии с положением на сайте профессиональных конкурсов. Его можно найти в поисковике, просто набираем, сайт «Профессиональные конкурсы». Конкурсы.
и выходим на портал профессиональных конкурсов. Так, ну здесь не на первую вышли, можно через сайт института, вкладка «Профессиональные конкурсы». Вот, пожалуйста, здесь, на этом сайте профессиональных конкурсов, вы будете подавать заявку. Почему конкурс особенный? Потому что конкурсную работу и заявку вам придется регистрироваться, да, подавать 2 раза. Я об этом еще дальше скажу. Итак, вот на сайте профессиональных конкурсов мы находим наш с вами конкурс за нравственный подвиг учителя и видим все необходимые документы, да, организационные документы, а также здесь будет возможность подать заявку. Угу. Вкладка «За настоящее время» находится в редакции, да. Здесь обратите внимание, вот она, подать заявку, нужно было обновиться. И вы в этом разделе подаете заявку, все необходимые поля заполняем. Здесь ничего сложного нет. Я думаю, что сейчас мы подаем большое количество различных заявок и выполняем условия. Да, нужно будет прикрепить необходимые файлы, сообщить сведения об организации, а также прикрепить все документы, которые требуются от вас в соответствии с положением. Мы об этом тоже поподробнее поговорим. Вот. Я думаю, что здесь пока сложного ничего нет. То есть подаем заявку на сайте профессиональных конкурсов Коми Республиканского института развития и образования. Далее, о чем нам нужно с вами обязательно для себя уяснить? Это сроки проведения конкурса. Заявки принимаются до 31 марта 2019 года включительно. Это очень важно. То есть фактически чуть больше месяца у нас с вами осталось для того, чтобы подготовить качественную работу и подать ее на конкурс. Мы думаем, что время еще есть. Далее. Участниками конкурса являются представители всех типов образовательных организаций Республики Коми. Это как индивидуальные заявки мы принимаем, так и заявки авторских коллективов. Обратите внимание, условия конкурса: не более 5 человек должен составлять авторский коллектив. Бывали у нас такие случаи, когда одну методическую разработку, проще говоря, конспект урока подавали более 5 человек, 5 авторов. Конечно, это уже чрезмерно, на наш взгляд, поэтому ограничение введено, да, не более 5 человек авторский коллектив. Далее, образовательные организации – это педагогические работники образовательных организаций Республики Коми всех типов, да? Кроме того, образовательных организаций дополнительного образования, представители общественных объединений и клубов, осуществляющих образовательную деятельность, реализацию программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. То есть круг участников самый большой. Обязательное условие – это педагогическая деятельность, да, образовательная деятельность. Номинации. В конкурсе принимают участие конкурсные работы по 4 номинациям. Эти номинации изменились года 2 назад. До того было 7 номинаций, в настоящее время их 4. Но это не значит, что кого-то мы не принимаем, это значит, что номинации немножко укрупнились. Итак, первая номинация за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной организации. Номинация новая. Вот она, 2-й, да, год мы и принимаем конкурсные материалы по этой номинации. И что можно сказать об этом? Здесь очень важно соблюсти те условия, которые описаны в положении. Здесь принимаются аналитические отчеты о системе образовательной, воспитательной работы, да, по духовно-нравственному воспитанию за последние 3 года. Причем аналитический отчет должен представлять собой глубокий, четкий, аргументированный анализ.
той или иной проблемы, да, явления, какой-то сферы деятельности образовательной организации. И здесь представлена структура, примерная структура, конечно же, этого отчета, но мы рекомендуем на нее обращать внимание, потому что, может быть, не следовать до буквы, но обращать внимание. Именно эта структурированная, логичная, четкая система текста, да, и конкурсной работы дает то самое выигрышное, да, баллы и плюсы для того, чтобы мы могли заметить и отметить эту работу. И сейчас я хотела бы предоставить слово победителям конкурса в этой номинации 2018 году, это в прошлом году, для того, чтобы они могли рассказать о своем опыте, как сделать так, чтобы конкурсная работа в номинации за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной организации была замечена. Я предоставляю слово представителям, я думаю, что поименно гости наши представятся, Центра развития ребенка номер 112 города Сыктывкара. Прошу вас, наши дорогие друзья. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я Евдокия Георгиевна Целищева, директор Центра развития ребенка. И рядом со мной старший воспитатель Лифанова Вера Витальевна. На конкурс за нравственный подвиг учителя в региональном этапе мы подали комплект авторских методических разработок и практический материал к программе «Социокультурные истоки». Авторы программы Игорь Алексеевич Кузьмин и Александр Васильевич Камкин. Нами программа «Социокультурные истоки» реализуется как парциальная программа, в части формируемой участниками образовательных отношений к основной программе детства. На протяжении 4 лет мы работали по апробации программы «Социокультурные истоки» в рамках республиканской опорно-методической площадки, которая была назначена приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми при поддержке Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. Программа «Социокультурные истоки» нацелена на возрождение духовно-нравственных ценностей нашего Отечества, семьи, исторического, культурного и отечественного наследия. Программа рассчитана на детей с 3 до 7 лет, со второй младшей группы. А в связи с изменениями ценностных ориентаций в современном обществе возросла важность духовно-нравственного воспитания, поэтому мы решили углубить, дополнить программу православным компонентом. И в этом вопросе нам большую помощь оказал настоятель нашего храма протоиерей Федор Федько и сотрудничество с Сыктывкарским епархиальным управлением. На сегодняшний день все дошкольные группы учреждения реализуют программу «Социокультурные истоки». Все педагоги освоили и владеют программой, прошли обучение, создана соответствующая развивающая среда, организованы православная комната, православные центры в группах, которые оснащены настольными дидактическими играми, художественной литературой. Создана библиотека с художественной детской православной литературой, литературой для родителей и педагогов. Оборудованы интерактивные информационные стенды для просвещения родителей. Издается журнал «Родничок» для родителей с темами духовно-нравственной направленности. Установлено тесное взаимодействие с родителями через открытие родительских клубов, таких как «ЛАД», «Теплый круг». И можно уверенно сказать, что педагоги апробировали программу «Социокультурные истоки» в образовательной деятельности с детьми, результатом которой стало авторское методическое сопровождение к программе. Разработана комплексная
практическое планирование. Создана модель планирования образовательной деятельности в режиме дня, индивидуальные карты развития ребенка. Педагогами накоплен большой практический материал, картотеки игр, сборники художественных слов, сборники конспектов активных занятий с детьми и родителями. Программы «Святые земли русской» Сергий Радонежский, «Верность родной земле», «Земной путь Богородицы» и другие. Интересный материал создали педагоги творческой группы. Это рабочие тетради в виде заданий, игр, головоломок, кроссвордов для занятий в рамках осваиваемых категорий к программе и предназначены также для индивидуальной и подгрупповой деятельности, как и совместной деятельности родителей и детей. Таким образом, сегодня в учреждении созданы все необходимые условия как для организационно-методического сопровождения, так и для организации образовательного процесса. И сложилась система работы в данном направлении. Мы готовы транслировать свой опыт среди педагогов дошкольных учреждений города и республики. Сейчас нами готовится пакет документов, план-программа к открытию на базе нашего учреждения ресурсного центра по программе духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки». Мы хотели бы показать наши работы, которые мы представляли. Давай сначала. Ну, вот эта вот программа, вы видели на слайдах. Программа истоковедения, непосредственно программы, приложения к программам, авторские приложения авторов программы «Истоки». Ну и очень большие комплекты наших наработок. Где конспекты? Это конспекты занятий по каждой возрастной группе, на все группы. Сборники художественных слов, тоже на все возрастные группы. Проекты. Вот так они оформлены по различной тематике и категориям. Рабочие тетради. Также по различным возрастам, от 3 до 7 лет, на каждый возраст. Ну и хочу вам показать про LED-book. LED-book. Вот. Это как раз проект, называется «Образ Сергия Радонежского». Вот с таким содержанием. Здесь и история жизни святого, художественное слово, фотографии, его подвиги, пословицы подобраны и прочий материал. Также рисунки детей прилагаем в эти проекты. Мы готовы с вами сотрудничать. Спасибо за внимание. Мы благодарим коллег за краткие, но очень объемные представления своего труда. И надо сказать, что в данной номинации действительно представляют работы наши конкурсанты как итог большой, планомерной работы. Да? То есть это только может показаться, что этот отчет может быть каким-то формальным, да, на самом деле этот отчет является итогом большой, глубокой, плодотворной работы. Что касается других номинаций, если здесь нам немножечко стало уже понятно, да, что может быть представлено, то вторая номинация, надо сказать, что это самая многочисленная, самая представленная традиционная номинация. Здесь принимаются номинация «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Принимаются, выдвигаются программы духовно-нравственного воспитания и развития личности, реализуемые в общеобразовательных организациях на уровне начального общего образования, программы воспитания и социализации, реализуемые
в школах на уровне основного общего образования. Принимаются различные программы курсов неурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные предпрофессиональные программы, программы комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и так далее. То есть это всевозможные программы воспитания. Представляете, да, какой большой круг конкурсных работ может быть представлен, и ежегодно мы его видим, да, мы его принимаем. Поэтому здесь также необходимо соблюсти ряд требований для того, чтобы конкурсная работа была замечена. На что стоит обратить внимание и каковы рекомендации, да, экспертов ежегодно, которые определяют лучшие работы в этой номинации, то есть на что стоит обратить внимание. Конечно же, это в первую очередь соответствие представленного материала целям и задачам. Большое количество программ и вообще конкурсных работ, других конкурсных работ не соответствуют главной цели, да, о которой я говорила в начале, то есть это единение, взаимодействие светской и церковной системы образования и воспитания. Поэтому работы, которые не несут в себе вот этого взаимодействия, да, они не получают того достаточного количества баллов. Да. Далее, на что стоит обратить внимание? Конечно же, это практикоориентированность этой работы, то есть насколько эта программа может быть тиражирована и внедрена в практику других образовательных организаций. Это очень важно, потому что бывает так, что создаются совершенно специфические, да, условия для реализации той или иной программы. Например, выделен был какой-либо там грант, да, на деятельность определенную по программе, и эту деятельность очень сложно повторить в любых других условиях. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Далее, каково качество условий образовательной деятельности, каким образом прослеживается в программах, да, представленных профессионализм педагогов, как мы можем, как не мы, а эксперты, да, могут проследить. Каким образом, есть ли методическое обеспечение программы, это очень важно. Предусмотрено ли материально-техническое обеспечение в программе, то есть описано ли оно. Есть ли механизм реализации этой программы. Могут ли эксперты оценить или увидеть каким-то образом деятельность педагогов, деятельность воспитанников в рамках этой программы. То есть программа чем она шире, да, то есть чем она подробнее, чем более детально раскрыты все процессы, тем больше вероятность найти, да, то рациональное зерно, это уникальное зерно, которое позволит выявить, да, и выявить победителя. Далее, основная проблема всех программ, которые в настоящее время существуют, да, или попадают в поле зрения экспертов, это, конечно же, блок, позволяющий оценить результативность программ. Часто разработчики программ забывают или недостаточно уделяют внимание именно этому блоку. Результативность воспитательного процесса, образовательного процесса. Это может быть что угодно, да, то есть это целый мониторинг, да, программа мониторинга, либо это устные опросы, либо это стандартизированные методики, либо это какой-то контрольный срез условий, да, или мнений, но этот блок должен быть, потому что в настоящее время, на наш взгляд, мы
институт проводит многократно, как я уже сказала, этот конкурс, и эта номинация традиционная. Мы можем сказать, что мы уже, в общем-то, ушли от того варианта, когда программы были такие слабо, скажем так, да, структурированные. И сильная программа всегда имеет блок оценки результативности. На это обратим внимание. Кроме того, это не обязательный факт, но хорошо, если имеются к конкурсным работам, в частности к программам, рецензии от отделов религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, то есть с теми епархиями, с которыми сотрудничаете вы, это Сыктывкарская епархия или Воркутинская епархия, было бы, то есть как дополнительный материал принимаются такие рецензии, полученные на конкурсные материалы, в частности на программы. Ну и, конечно, на что обращают внимание эксперты, это оформление конкурсных работ. Об оформлении мы, конечно, скажем еще немного. И, кстати, в положении отдельным пунктом, отдельным приложением указаны требования к оформлению конкурсной работы, и мы просим обратить на них внимание, потому что, к сожалению, мы должны сказать о том, что оформлены конкурсные работы бывают далеко не всегда подобающим образом. Следующая номинация – это лучшая методическая разработка по предметам основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России, а также для образовательных организаций с религиозным или православным компонентом по предмету основы православной веры. Но тоже многочисленная достаточно номинация. Здесь, как правило, выдвигаются методические материалы, методические разработки уроков, комплексы уроков, да, циклы уроков, программы курсов неурочной деятельности, да, также здесь могут быть разработки мероприятий внеклассных, внеурочных, проекты воспитательной и просветительской направленности, проекты, сделанные совместно с детьми или с детьми с родителями, итоговые проекты детей, сделанные совместно с педагогами. То есть здесь очень большой выбор, да, форм и методов представления конкурсной работы, поэтому здесь есть о чем подумать. На что стоит обратить внимание, уважаемые коллеги? Конечно же, это в первую очередь должна быть представлена системность материалов, то есть сам по себе конспект урока, методическая разработка урока, даже если это очень хороший урок, выверенный, многократно апробированный, сам по себе конспект, да, или там технологическая карта урока, она может заслуживать внимания, но как организатор, как эксперт могу вам сказать о том, что это не работа-победитель, да? То есть, если мы представляем методические разработки, то это комплекс, система методических разработок, цикл занятий, да, цикл уроков. И тогда эксперты могут представить системность работы педагога, то есть чем, собственно, его педагогическая деятельность, идея отличается от другой, да, от опыта другого педагога. Поэтому вот такая рекомендация. Что еще нужно, что еще оценивается, да, какая рекомендация может быть дана в подготовке в этой номинации конкурсной работы? Это необходимо продумать также в соответствии содержания представленного материала условиям конкурса, то есть как расширяется общий кругозор ребенка, да, или какие специальные знания вот в этой изучаемой области он получает, какие, может быть, концептуальные позиции у педагога
здесь в этом материале раскрываются. То есть особенность в чем? И это должно быть в методической разработке представлено. 4-я номинация – лучший образовательный издательский проект года. 2 года подряд Ольга Николаевна Холодырева, учитель русского языка и литературы 18-й школы города Ухты, занимала призовые места на всероссийском уровне именно в этой номинации. Поэтому стоит на нее обратить внимание. Здесь выдвигаются публикации, журналы, учебники, книги, сайты. Кроме того, наш также победитель всероссийского уровня Вероника Александровна Мишарина, учитель истории обществознания школы села Приозерный Карткировского района, именно заняла свое призовое место разработкой сайта православной энциклопедии для детей. И другие издания, отражающие систематическую духовно-нравственную, воспитательную, гражданско-патриотическую и другую работу с детьми и молодежью. То есть здесь в настоящее время также большое количество работ мы принимаем, и здесь обращаем ваше внимание, конечно, на техническое исполнение, да, и на тот самый главный аргумент, да, критерий – это взаимодействие светской и церковно-образовательных систем. Поэтому номинации озвучены, номинации широкие, найти себя в них, я думаю, что представляется возможным, поэтому подумайте, уважаемые коллеги, в какой из номинаций вы могли бы представить свою работу. Далее, что очень важно знать, это мы идем по положению и хотим сказать, что конкурс проводится в 3 этапа. Первый – это республиканский этап, который проводит Институт развития образования, и проходит он, как я уже сказала, по 31 марта. Далее работы оценивают, проходят экспертную оценку, и оргкомитет с правами жюри отбирает победителей республиканского этапа, и подведение итогов республиканского этапа будет с 1 апреля по 10 мая. То есть 10 мая будут определены победители, и эти победители конкурсной работы примут участие в межрегиональном этапе. 3-й этап будет всероссийский. Итак, 2-й межрегиональный этап ежегодно проводится в северо-западном регионе, в различных городах, в различных регионах. В этом году он будет проведен в Пскове, городе Псков. Дело в том, что если у вас перед глазами положение или вы с ним ознакомитесь, там стоит город Санкт-Петербург, значится. Но по решению организаторов, это Московского патриархата, да, Русской Православной Церкви, было принято решение перевести столицу, скажем так, межрегионального этапа конкурса в город Псков. Поэтому до 30 апреля до 10 мая мы должны будем направить наши работы победителей в город Псков для того, чтобы наши победители могли принять участие во всероссийском конкурсе. Далее. Итак, каким же образом вы непосредственно принимаете участие? Вы оформляете работу в соответствии с требованиями. Требования указаны в положении. Далее нужно пройти 2 регистрации. Это первая регистрация, это на сайте Института развития образования. Я уже вас знакомила, да, с нашим сайтом и с сайтом профессиональных конкурсов, на котором нужно подать заявку. Это важно, да. Второе, что нужно сделать, это пройти регистрацию на федеральном портале конкурса. Это нововведение, действует
третий год. Третий год у конкурса «За нравственный подвиг учителя» он проходит на федеральном портале, с которым я вас сейчас должна буду познакомить. Итак, в любом поисковике мы вводим, набираем название нашего конкурса, сокращенное «За нравственный подвиг учителя». И выходим на портал этого конкурса. Здесь вы можете ознакомиться со всеми новостями конкурса, а также, вот видите, да, а также пройти регистрацию. Сейчас я вам покажу, каким образом будет проходить регистрация. Вот вы видите, да, форма для регистрации участников. Мы проходим по этой ссылке. Эта же ссылка указана в положении, которое размещено на сайте Института развития образования. В положении эта ссылка. Далее, если вы еще не регистрировались, то вы зарегистрируетесь. Если, вот видите, да, организаторы указывают, в связи с тем, что было очень много дублирующихся учетных записей, все предыдущие регистрации аннулированы. То есть, если вы в прошлом году, в позапрошлом году принимали участие и регистрировались на этом портале, мы увидим, да, организаторы просят нас зарегистрироваться заново. Зарегистрироваться. Здесь мы заполняем поля. Я думаю, что здесь никаких не должно возникнуть проблем, потому что, в общем-то, это мы все уже делаем. Да? Мы вводим здесь наш электронный адрес, имя, отчество, фамилию, мобильный телефон для оперативной связи. Регистрируюсь как автор, коллектив авторов, как эксперт. Мы регистрируемся, например, как автор. И выбираем наш федеральный округ. У нас Северо-Западный федеральный округ. Далее система предложит нам выбрать епархию. Вы, уважаемые коллеги, должны будете точно указать, к какой из епархий вы относитесь, и это очень важно. Дело в том, что эксперты наши будут регистрироваться также по епархиям, и оценка и выбор победителей, да, также будет осуществляться по епархиям. Поэтому жители центральных, да, и южных, скажем так, районов республики — это Сыктывкарская епархия, жители северных районов — это Воркутинская епархия. Да, и нажимаем «Зарегистрироваться». Далее вам на электронную почту приходит запись, уведомление о том, что вы зарегистрированы, и вам приходит ваш персональный логин и пароль, которые вы будете вводить тогда, их нужно сохранить, да, вы будете вводить тогда, когда будете нажимать на поле «Войти». Вы введете ваш логин, который является вашим электронным адресом, и пароль, который придет на вашу электронную почту. Здесь тоже проблем, в общем-то, возникнуть не должно. Если у вас возникают какие-то проблемы с регистрацией, мы предлагаем вам обратиться к нам по телефону, который указан в информационном письме. Значит, где мы находим это информационное письмо? На том же разделе, на сайте профессиональных конкурсов, да, там, где мы находим организационный приказ, там же размещено информационное письмо с организаторами конкурса от Института развития образования. Угу. Здесь мы увидим контакты организаторов, поэтому предлагаем вам к нам обратиться напрямую для того, чтобы мы осуществили техническую поддержку вашей регистрации и размещения конкурсных работ. Да? То есть, еще раз повторяю, 2 раза подаем заявку,
на сайте профессиональных конкурсов КРИРО и на федеральном портале конкурса. Грузим материалы также 2 раза. Да? Кроме того, мы не забываем, и это в положении также указано, вы должны будете предоставить еще и письменный, печатный вариант, не письменный, печатный вариант вашей конкурсной работы со всеми необходимыми документами. Зачем это нужно? Дело в том, что все-таки основные организаторы конкурса не отказываются от традиционной формы подачи документов, и конкурсная комиссия рассматривает также и, собственно, печатные в натуральном виде конкурсные работы, поэтому мы все работы победителей должны будем отправить в город Псков в конкурс, межрегиональную конкурсную комиссию, а они в соответствии, если есть у нас будут победители от нашего региона в северо-западе, они отправляют эти конкурсные работы в Россию, в Москву. Итак, кроме того, если в информационном письме, да, с информационным письмом могут возникнуть какие-то проблемы, консультации по вопросам, касающимся конкурса, телефоны есть также и в положении. То есть телефон института 88 212 800 286 011, добавочные 317 и 320. Организаторы вас проконсультируют по всем вопросам. Далее, что очень важно знать. Я думаю, что это приятная новость. Традиционно победители конкурса поощряются денежными призами, а также поездкой на международные рождественские образовательные чтения. Это такое решение принято организаторами, это Сыктывкарская и Воркутинская епархия, и это Министерство образования и науки, молодежной политики. Таким образом поощряют победителей этого уникального конкурса. И поистине могу сказать, что участие в международных рождественских образовательных чтениях является настоящим событием в профессиональной, да и в личной жизни каждого педагога, поэтому есть такой очень хороший стимул для того, чтобы принять участие в этом конкурсе. Подведение итогов, как я уже сказала, осуществляется регионального этапа до 10 мая и оформляется протоколом. Именно после 10 мая можно будет увидеть результаты на сайте Института развития образования, на сайте Министерства образования и молодежной политики Республики Коми и увидеть себя в числе победителей, предположим, да? Что необходимо для себя еще уяснить? Дело в том, что в положении указана форма заявки, ее необходимо соблюдать. Но что еще более важно, это согласие на обработку персональных данных. Вы ее присылаете нам в натуральном виде. Все эти документы вы присылаете в печатном бумажном виде. Кроме того, сканируете и загружаете в систему при регистрации 2 раза на сайте профессиональных конкурсов КРИРО и на федеральном портале конкурса за нравственный подвиг учителя. Краткую аннотацию конкурсной работы, все условия в положении, все условия оформления этой аннотации также есть. Далее обращаем внимание на требования к оформлению конкурсной работы. И в положении можете обратить внимание, кто является членами оргкомитета с правами жюри. Ну, в завершении, о чем хотелось бы сказать. Возможно, вам будет интересно, да, посмотреть все-таки, кто же более всего претендует на победу в этом конкурсе. И мы сделали такой обзор, посмотрели
какие работы стали победителями всероссийского уровня в 2018 году. Так, 15 ноября 2018 года были подведены итоги всероссийского конкурса, и победителем стали вот такие работы. Первое место занял протоиерей Пивоваров Борис Иванович, учитель истории, частное образовательное учреждение, православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского, с конкурсной работой «Учебно-методический комплект по предмету «Православная культура России», реализуемый в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России, культуры народов России для 11 класса общеобразовательных организаций». Интересно, да? Второе место. Никулина Софья Олеговна, учитель основ православной культуры, муниципальное бюджетное образовательное учреждение, школа номер 63 города Рязани, методический комплекс «Жития святых в земле Рязанской просиявших». Учитель английского языка и основ православной культуры Сибирев Сергей Олегович, муниципального бюджетного учреждения, образовательного учреждения Васильевская средняя общеобразовательная школа с проектом «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию на уроках и во внеурочной деятельности с использованием видеофильма, посвященного жизненному подвигу новомучеников и исповедников города Кубинки». Ну, вы видите, да, это и методические разработки, и издательский проект, это и, да, это в номинации, да, разработка, методическая разработка, и номинация издательский проект. Кроме того, все конкурсные работы победителей, да, их тут много, в том числе это и коллективы авторов, я все зачитывать не буду, они размещены именно вот на этом портале, о котором было ранее сказано, да, портал «За нравственный подвиг учителя». Здесь также вы можете найти все работы победителей, ознакомиться с ними для того, чтобы проверить, да, немножко себя, посмотреть, какую планку мы можем себе задать. Уважаемые коллеги, на этом думаю, что основной массив информации озвучен. Материал к размышлению большой, поэтому мы ждем ваших работ по адресам и ссылкам, указанным в положении. Мы желаем вам творческих побед, творческих идей и приглашаем вас к сотрудничеству. Всего доброго!